На берегу Капчегайского водохранилища расположен город Кунаев. С 2022 года он стал административным центром Алматинской области. Город был построен благодаря Капчегайской ГЭС. Он вырос из маленького поселка, который потом затопили, образуя озеро. Начиная с 2000-х годов на побережье стали появляться условия для комфортного отдыха, что привлекло множество туристов. С вами программа «Taste Казахстан» и я ее ведущая Айгири Мусагажинова. Готовы ли вы знакомиться с достопримечательностями Казахстана и уникальными рецептами казахской кухни? Сегодня мы с вами приготовим блюдо субе орама и чай каракумык. Субе орама – это праздничное блюдо. Его готовили, когда встречали друзей. Основные ингредиенты этого блюда – это подреберное мясо молодого барашка, домашний творог, джусай, соль и перец. Сейчас мы подготовим мясо. Для субе орама мы тщательно должны подготовить мясо. Лишние части убираем. Вот такую вот заготовочку мы должны подготовить. Хорошенько просаливаем. Просаливаем только со внутренней стороны. Добавляем немного перца. И вот таким образом мясо должно немного полежать. А тем временем мы приготовим начинку. Берем домашний творог. Добавляем туда немного соли, перца и джусай. Данное блюдо также может служить горячей и холодной закуской, но также его подавали как основное горячее. И тщательно перемешиваем. В казахской кухне в основном многие блюда готовились в сочетании молочных, зерновых и мясных продуктов, так как основа всей традиционной казахской кухни – это и есть молочные блюда, мясные и зерновые. И именно тандем трех основных ингредиентов составлял основу всей казахской кухни. Вот наша заправка готова. Ну а сейчас я продолжу вас знакомить с традиционной культурой казахского народа. И одним из самых важных направлений в декоративно-прикладном искусстве казахов – это ювелирное дело. Ювелирному делу уделяли огромное внимание. Зергеров специально растили с самого младенчества. К зергерам прививали любовь к металлу, к родине и к своей земле. Именно в ювелирных украшениях можно увидеть всю историю казахского народа, начиная с бронзового века. Это стиль, это металл, это технология. Вся красота традиционной культуры всегда отражалась на ювелирных украшениях. Ну а потихоньку мы начнем готовить наши блюда. А я продолжу тем временем свой рассказ. Ювелирное искусство, оно очень масштабное, начиная с предметного мира детства, заканчивая предметным миром мужчины. Предметный мир детства заключает в себя те украшения, которые предназначались детям. Это тюме, тумар и также ыкі-аяқ. Ыкі-аяқ – это то украшение, которое специально зергеры готовили для детей. И когда рождался младенец, заказывали зергеру самый красивый ыкі-аяқ.
и подвешивали аяк на колыбель с таким пожеланием, чтобы этот ребенок всегда рос в спокойствии. Но предметный мир детства, он в себе заключал всего несколько видов украшений, и обязательно там присутствовали камни, такие как бирюза, сердолик, потому что сердолик и бирюза имели свойства оберега. Ну а дальше это целое приключение – предметный мир женщины. Под предметным миром женщины можно раскрыть целую магию украшений. Это те украшения, которые носили еще в девичестве, и до самого преклонного возраста женщину сопровождали серебряные и золотые украшения. В основном предпочитали женщины носить серебро, так как серебро имело свойство оберега. И даже когда готовили пищу, женщина всегда одевала серебряные браслеты, серебряные кольца с камнями. У меня тут, к примеру, кольцо косморон с камнем сердолик и, конечно, украшение унгржиек. С самого раннего детства женщин учили, как правильно носить украшения. Украшения воспитывали, но также и они обучали. И по украшениям можно было увидеть, какого статуса женщина, с какого она рода и какого возраста. Мы подготовили полуфабрикат субиорама. Вот получился вот такой вот мясной рулет. И мы его перевязываем вот такой вот ниткой. Хорошенько с двух сторон. Блюдо субиорама можно приготовить сразу, но также и заготовить впрок. Можно его подсушить и немного подкоптить. Все, мы подготовили. Субиорама мы должны отварить в подсоленной воде. Воду подсаливаем и опускаем. Субе будет готовиться от 1,5 до 2 часов. В казахской кухне не так уж и много было десертов, но все десерты, они очень полезные для здоровья и готовились в основном на основе молока, будь то козье, верблюжье, кобылье и даже использовали овечье молоко. И сегодня мы с вами приготовим творожный десерт на основе козьего молока. Все мы знаем, что казахи в основном держали овец, но где были овцы, там всегда были козы. Из козьего молока готовили очень много разных продуктов: кефир, сыр, масло, йогурт, корт. Но самый вкусный десерт считается на основе козьего молока. Мы используем творог, свежий творог из козьего молока. Добавляем туда немного сливок. Меда. Тщательно все это перемешиваем. Из козьего молока готовили очень много разных продуктов. К примеру, кефир, сыр, курт, йогурты. И козье молоко считалось очень полезным. И в особенности его рекомендовали старшим.
На традиционном дастархане можно было увидеть разные виды молока. К примеру, на основе верблюжьего молока готовился такой десерт, который называется балкорт. Балкорт – это уваривает верблюжье молоко до темно-коричневого цвета. Получается натуральный сладкий вкус, и этот десерт похож на ириску. Вот таким лакомством угощали детей. Основа нашего десерта готова. Теперь мы будем украшать. Используем курагу. Курагу нарезаем такими вот небольшими кубиками. Добавляем свежие ягоды. Мы используем голубику. Но также можно использовать и клубнику, и малину, и крыжовник, и смородину. Десерт готов, но какой десерт без вкусного чая? И мы приготовим чай кара комок. Почему этот чай называется каракумок? Основа этого чая – это гречка. Аромат самовара просто восхитительный, и чай, который подается с самовара, он просто незабываемый. И именно этот вкус и аромат всегда нас возвращает в родной дом снова и снова. Сейчас мы начнем готовить наш вкусный чай. Берем буквально 2-3 столовые ложки гречки. Черной заварки. Заварки совсем чуть-чуть. Сливки. Немного навата. И завариваем. Аромат просто восхитительный. Чай должен настояться буквально 10-15 минут. И пока чай настаивается, я достану субиорама. И начнем готовить его к подаче. Субиорама – это самое любимое мужское блюдо, так как оно очень сытное и полезное. Субиорама мужчины часто готовили на охоте или просто когда собирались на какие-либо совместные посиделки или праздники. Мы освобождаем от нитей. Мясо получилось очень ароматным. Тарелку украшаем жусаем. И нарезаем. Наши угощения готовы.
Вот так подается субе орама, творожный десерт на козьем молоке и ароматный чай кара комок. Приятного аппетита! С вами была Айгерим Мусагажинова. Увидимся вновь в программе «Taste Казахстан».